Я благодарю вас за то, что вы нашли время, хотя я знаю, что у вас очень плотный график. Спасибо вам большое от всей команды «Крылья нации». Когда я составляла вопросы, один из самых первых вопросов у меня был про схожесть наших народов. У абхазов, к примеру, есть слово «апсуа», у осетин «ауапс». Если разбивать на слоги, у нас это «апсы» — душа, а «уа» — люди. У осетин то же самое, только сначала люди, потом душа. Какие еще параллели вы могли бы вспомнить, которые связаны с нашими народами? Ну, во-первых, я приветствую вас, приветствую наших зрителей и хочу воспользоваться возможностью и поздравить Абхазию, народ Абхазии с большим праздником. Мы приехали сюда с официальным визитом во главе с президентом нашей республики. И это и официальный визит, и одновременно мы будем участвовать в мероприятиях по завтрашнему дню, Дню Победы и Независимости. Спасибо, что приехали. Конечно, мы всегда приезжаем в Абхазию с большим удовольствием. Для нас Абхазия очень близкая страна исторически, и духовно, и культурно. И вы правильно заметили, что вот эти два слова «апсуа» и «ауапс», они уже затрагивают глубину наших отношений. Ауапс, апсны, это мы понимаем, что это, значит, Абхазия и абхазец, а ауапс так называют абхазы осетин. То есть это абхазское название нашего народа. И это однокоренные слова. Наша дружба зародилась давно. Наши предки заложили основу этой дружбы. И вот как мы видим, никакие перипетии истории не смогли вот эту дружбу, эти отношения разъединить. Наоборот, мы окрепли в испытаниях, которые выпали и в Южной Осетии, и в Абхазии вот в те далекие времена. В те далекие времена как раз в Осетии завершилась первая война, нападения войск Госсовета были отбиты. И когда Грузия потерпела поражение в Южной Осетии в те годы, они все свои силы бросили на Абхазию под видом, мы знаем, выдуманным предлогом защиты железных дорог и так далее. Мы прекрасно понимаем, что тогда в первые дни войны, первые месяцы Абхазия оказалась в очень тяжелом положении. Сухум был занят, фронт проходил по Гумисте, в Гагарах стояли грузинские силы, и Абхазия, и все силы абхазские, и руководство Абхазии оказались в Гудауте. Гудаута это стало уже фронтовой столицей, временной, можно так сказать, фронтовой столицей Абхазии. И вот в это время 52 человека, в Южной Осетии был сформирован отряд особого назначения. Это были воины, которые прошли многолетнюю войну, это были подготовленные люди, и они перешли через перевал и пришли в Гудауту, в штаб, доложили, что вот прибыли для того, чтобы вместе с народом Абхазии противостоять грузинскому агрессору. Это был зов сердца, конечно, души. Это было и решение руководства тогдашней Южной Осетии. Это было решение, это не было какое-то такое спонтанное решение там, или партизанщина, нет. Это было политическое, военно-политическое решение. Прийти на помощь в самый трудный момент в Абхазию. Ну, там же понимали, что силы не равны, и многие из них, скорее всего, могут не вернуться, да и вообще Абхазии очень сложно будет противостоять Грузии. Вы знаете, в таких моментах это в расчет не берется. В таких моментах вот в чем сила была Абхазии, Осетии. Нам противостояла 4-миллионная Грузия. Но это принципиальный вопрос. И грузины и сегодня пишут на своих памятниках, что вот там их солдаты погибли за территориальную целостность. Они погибали действительно за территориальную целостность, а мы за Родину. Вот этот принципиальный момент, эта сила духа защитника Родины, она
умножает силы. Это не только у нас было продемонстрировано, но и в других подобных ситуациях. Когда человек защищает свою семью, свой дом, это одно, а когда на него нападает, там кто-то хочет отобрать, сжечь, это совсем другое. Но мне говорили многие абхазы, что вы давний друг абхазского народа, вы еще приезжали задолго до войны, когда было народное движение Айдгалара. Какой вы помните вот тот период участников Айдгалара? Ну, в Абхазию я приезжал, конечно, давно, но вот в эти известные годы я впервые приехал в 1989 году. В Айдгалару я состоял в правлении нашего Народного фронта Адамун Нехас, которая на известном Лыхнинском сходе прислала делегацию, и было зачитано, значит, открытое письмо, так называемое, потом его назвали абхазским письмом. Это было письмо от Южной Осетии к народу Абхазии со словами поддержки, борьбы за независимость. И тогда это было очень, скажем так, экстремально, потому что это был Советский Союз, 1989 год, все властные структуры работали. Мы знаем, какое процентное соотношение было в органах власти, милиции и так далее, по национальному составу, поэтому это было очень сильно. И естественно, что попав в Айдгалару, я познакомился там с тогдашними руководителями этого движения. До этого я приезжал еще тогда, когда Владислав Григорьевич Ардзимба был директором АБНИ. У меня было такое поручение от наших лидеров национального движения. И тогда мы с ним познакомились, встретились, говорили. Я был тогда совсем молодой человек, а Владислав Григорьевич, он уже был и доктор наук, и очень известный человек не только в Абхазии, но и в Москве, и весь Кавказ его знал. Вот. И в Айдгаларе, конечно, я с тех пор дружу со всеми, кто состоял в Айдгаларе тогда. Это и Сергей Миронович Шамба, это и Гена Аламия. Я могу перечислять, мы сегодня дружим и работаем вместе, и на государственном уровне, уже и в этой сфере мы работаем, дружим. Вот. Это были очень такие напряженные дни 1989 года. Почему напряженные дни? Напряженные, потому что грузинская сторона устраивала всякие провокации. Вот этот психоз нагнетался в средствах массовой информации Грузии. Мы знаем все эти публикации. Они говорили, что абхазы это грузины, это пришлый народ, это не их земля. Про осетин говорили, что надо всех осетин вычистить из Южной Осетии, там, и закрыть туннель, значит, его заложить, там, запломбировать. Всякую чушь. И это все нагнетало общество. И здесь, в Абхазии, и в самой Грузии, вот эти пропаганда антиабхазская, антиосетинская, она просто антирусская, она просто все границы переходила. И это не могло, вот это волнение, это раздражение общества сказывалось. Это было видно здесь, даже на бытовом уровне. Каких-то, я помню, там кафе, ресторанах бывали стычки такие, ну, якобы на бытовой, но это были уже с такими, значит, красками национального, да. Я помню публикацию, не буду автора называть и там цитировать, но это автор призывал в официальной прессе, он сетовал на то, что, значит, демография, грузинское население, значит, оно как-то становится меньше, а вот не грузины, они размножаются быстро, и он призывал к стерилизации. Это был фашизм обыкновенный. Это после Второй мировой войны. Это фашизм просто пещерный, узкопещерный какой-то дикий фашизм. И вот эти годы, они были пронизаны вот этим человеконенавистчеством. Это просто невозможно. А можно
так сказать, что в этой истории жертвы, ну, не только Абхазия, Осетины, но даже грузины, ведь многие из них сегодня сетуют о том, что возник этот конфликт. То есть они оказались жертвой какой-то определенной Вы пропаганды. понимаете, в первую очередь, конечно, страдают те, на кого направлена вот эта вот отравленная стрела, скажем так, да, и, конечно. Но в Грузии всегда были интеллигентные люди, разумные люди, и сегодня они есть. И вот это, их всегда бывает большинство нормальных, правильных, скажем так, людей. Но вот это агрессивное меньшинство, оно набирает иногда такую силу, что не дает возможность сопротивляться внутри. Конечно, грузинское общество пострадало, конечно, на ней лежит отпечаток всего этого происшедшего здесь. И те преступления, которые были совершены в Абхазии, в Осетии, помните, да, вот эти 2008 год в Цхинвале, да, кто избирал этих руководителей Грузии? Кто голосовал? Мы нет. И в Абхазии не голосовали, это грузины сами голосовали, это они избрали своего президента. Я поняла, спасибо. Вы родились в Цхинвале. Как раньше назывался этот город? Вот когда я родился, наш город назывался Сталин-Ир. 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 Сталин, понятно? А Ир — это Осетия. И это решение тоже было принято в Президиуме Верховного Совета СССР по обращению Совета, значит, депутатов Юго-Осетинской автономной области. Ну, с этим периодом, вообще с этим решением, конечно, многое связано, и оно не беспочвенное, потому что родина предков Сталина — это Южная Осетия. Это потом они переселились, там в горе, Лило, Диди Лило. Вот, и это потом, все было потом, а корни в Южной Осетии. Он считал себя кем? Есть такой роман, это Рыбаков «Дети Арбата». Очень интересный такой роман. Он описывает вот те времена, те события. Он в одной главе говорит о том, что вот при Сталине в те времена, это 30-е годы, многие города Советского Союза, населенные пункты, ну, была такая традиция большевистская, что называли именами вождей большевиков, да, там Ленинград, был Санкт-Петербург, да, и так далее, Кировоград там. Понятно. И все такое. И, конечно, имена Сталина давали, значит, населенным пунктам. Вот Донецк, например, был Сталина. Луганск, Ворошиловград. Сталинабад был в Средней Азии. И вот Рыбаков пишет, что общественность города Гори обратилась к Сталину и с просьбой разрешить называться его именем, потому что это его родной город. И Рыбаков пишет, что Сталин подумал и решил, что в честь своей осетинской родни он назовет Цхинвал своим именем, разрешит. А какие-то поблажки осетинскому народу были в его управлении? Или им было так же сложно, как многим другим народам Кавказа? Вы знаете, это я говорю не к тому, что не по отношению, например, к Сталину, как личности, как фигуре исторической и так далее. Те времена были очень суровые. И эти репрессии не обошли стороной Южную Осетию. Была уничтожена полностью интеллигенция в Южной Осетии. Вот Союз писателей, например, пришла телеграмма, чтобы в Всесоюзном съезде Союза писателей приняли делегаты из Южной Осетии, тоже писатели, поэты. А в один момент их не было ни одного. Репрессии коснулись всех, и на Кавказе, и в других местах Советского Союза. Такое было время, и, конечно, отношение к Сталину, оно неоднозначное, но самое главное, знаете, что я вам скажу, что вот, например, я не считаю себя такой личностью, да, чтобы характеризовать
давать оценки Сталину как политику, как личности. Это историческая фигура однозначно. Точно такая же, как Наполеон для, например, Франции. Да? И мы все знаем деяния Наполеона и внутри, и в других странах. Мы не будем давать оценки этому времени. Это для нас, для Южной Осетии, это был трагический период. Да. А почему я спросила, где вы родились? Потому что я знаю из вашей биографии, что от аспиранта археологии и этнографии вы дошли до государственного деятеля. Вот насколько вам историческое образование помогает в дипломатической работе? Ну, я так думаю, что любой род деятельности требует подготовки. Любой. Без подготовки, без соответствующего специального образования, без знания языков, например, да, невозможно работать где-то в таких структурах, где требуется серьезная самоотдача и принятие решений. И вот, в частности, в нашей профессии, в нашей деятельности дипломатической, да, абсолютно необходимо наряду с, скажем, образованием и знанием языков еще иметь и широкий кругозор. Надо знать свою страну очень хорошо, надо знать историю своей страны очень хорошо, надо знать историю соседних государств, прекрасно надо ее знать. Желательно надо знать языки и соседних народов, и, скажем так, международные языки общения. Конечно, образование это очень важно. Ну, я, конечно, в молодые годы я интересовался историей своего народа, историей своей страны, своей территории. И уже в институте, будучи студентом, меня как-то влекла археология. Археология как наука. Я принимал участие в археологических работах. У нас был прекрасный университет и научно-исследовательские организации, которые занимались как раз археологией. Но потом была аспирантура в Тбилиси. У меня была первая диссертация «Вооружение племен Центрального Кавказа в эпоху бронзы». Как интересно. Ну, вот так. Но когда я вышел на защиту диссертации, началась война. Ну, вот так вот бывает. Пришлось все бросить и заниматься совсем другим делом. Это серьезный опыт, и, мне кажется, на войне больше всего проявляется и закаляется характер. Я вам скажу так, война – это самое худшее занятие человечества. Это, во-первых, очень тяжелая, грязная работа, вот если так утрировать. Вот. Но защита Родины – это святой долг каждого гражданина. Если на твою страну напали, если твоей семье угрожает опасность и агрессор вторгся на твою землю, то это святая обязанность просто. Надо все забыть и выступить на защиту своей Родины. А потом как вы вернулись в мирное время, психологически справились с этим стрессом? Ну, как сказали классики, война – это есть продолжение политики. То есть политика, значит, ведется разными методами, дипломатическими, военными. Вот когда дипломатия на высоте, то война отдаляется. Если дипломатия сдает фронт и замолкает, тогда начинают работать пушки. Да, это серьезное высказывание. Я бы хотела еще несколько вопросов по добровольцам задать вам. Мне рассказывали абхазы, как они благодарны вам. Личное ваше большое участие вы приняли в том, что сюда пришли добровольцы. То есть кто были эти люди? 4 дня, говорят, шли они по горам. Я благодарю вас от имени своего народа за мирное небо над головой, за то, что мы сегодня можем дальше жить, процветать, и благодаря вам, и добровольцам в том числе. Я знаю, что это было нелегкое время, потому что быть добровольцем даже в тот период было нелегко. Все-таки особо добровольцев не гладили по голове. Кто были эти люди?
Почему они сюда пришли? Как вы приняли участие, как вы их отправляли? Насколько это было рискованно, в конце концов? Ну вот надо помнить, что в те времена на Кавказе работала, действовала Всекавказская организация Конфедерация народов Кавказа, которой я имел честь представлять Южную Осетию. И эта организация была создана в Сухуме, здесь проходили съезды в Грозном, и в Нальчике, и в Цхинвале. Потом регулярно мы встречались в разных точках Кавказа и принимали общекавказские решения. И в том числе, конечно, эта организация сыграла огромную роль по тому, чтобы начать добровольческое движение. Вы прекрасно знаете, и в Абхазии все знают, что народы Кавказа, они приехали сюда именно по зову души и сердца, как к братскому народу, который подвергся агрессии. Мы знаем. Прекрасно знаем. Но некоторые и мы тоже пытаются сегодня... И приезжали группами, приезжали поодиночке, там по 2, по 3 человека приезжали. А наша группа, вот эти 52 человека, которые тогда сюда приехали, они перешли перевал. Почему? Потому что передвигаться по территории России в полном вооружении и с боеприпасами, это было невозможно. Но слава Богу, что они все же доехали через Кабардино-Балкарию, проехали, и потом в ущелье через горы. Все 52 человека благополучно перешли перевал, они действительно долго шли, и когда они пришли в Гудауту, то почти у всех была стертая обувь, одежда была потрепана, ну и так далее. Но на это никто не обращал внимания, главное пришли. И вы знаете, в чем значение вот этого перехода? Очень тяжелая была обстановка. Блокада, я уже говорил об этом, блокада, и в целом в воздухе витал дух, знаете, вот или-или, жизнь или смерть. И когда вот пришла эта помощь, что весть об этом прокатилась по, значит, и подразделениям абхазским, и народ это все узнал, знаете, это подняло дух. Воодушевились Да, они. да, воодушевились. Тогда мы потеряли 3 человек в этой войне, но наши добровольцы вспоминают эти времена с гордостью. Это был шаг, это был мужской поступок, это был кавказский поступок, прийти на помощь брату. Тут у нас есть еще вопросы, что сегодня очень часто в сторону России призывы, даже требования, можно сказать, прекратить признание Абхазии и Южной Осетии. А вы могли бы это прокомментировать? Да, конечно, мы слышим, вот эти раздаются голоса из Европы, из международных организаций. Они требуют у России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Это не впервые. Называют Россию агрессором, оккупантом и так далее. Это мы все наблюдаем. Конечно, это и пропаганда, с одной стороны, это и введение в заблуждение международного сообщества. Но мы-то с вами прекрасно знаем, мы живем на этой земле. Мы в Осетии, вы в Абхазии прекрасно знаем, что какие отношения у нас с Российской Федерацией. Они начались в 2008 году с акта о признании, с указа президента Российской Федерации о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве суверенных и независимых государств. И сегодня, если посмотреть на вот папку двусторонних отношений, вот эту правовую базу двусторонних отношений, то очень многие страны в мире позавидуют тому, сколько соглашений у нас подписано двусторонних, межправительственных соглашений, по любой сфере взаимодействия, по любой. Это и оборона, это и безопасность, это и границы, охрана границ, это и экономические, и всякие любые
всевозможные договора, которые, и соглашения, которые позволяют нам сегодня взаимодействовать, чтобы жизнь в Абхазии, в Осетии для людей стала комфортнее, более, поднялась на более высокий уровень. И мы, конечно, не то что не принимаем во внимание то, что говорят на Западе про это дело, мы наоборот говорим, что мы признательны Российской Федерации за те важные, мужественные решения, которые были приняты в августе-сентябре 2008 года. Мы благодарны. И с другой стороны, это накладывает на нас еще и обязательства по этим соглашениям и договорам. Мало подписать соглашение там в какой-то области. Надо отвечать, надо работать, надо взаимодействовать, чтобы эти соглашения все работали. Поэтому эти голословные обвинения и требования, нелепые требования западных стран в адрес России, они не имеют для нас никакого значения. Мы будем развивать отношения, двусторонние отношения с Российской Федерацией, расширять и углублять эти отношения. Россия для нас была, для наших народов, и близкой братской страной. Ведь у нас есть очень большой опыт проживания в одном государстве, да, пока в Российской империи, потом в Советском Союзе. Сегодня половина нашего народа живет в Северной Осетии, которая является субъектом Российской Федерации. Да? Куда? Мы смотрим только в этом направлении, развиваем наши отношения. И параллельно, конечно, я знаю, что и абхазская сторона, и наша сторона еще и расширяет международное присутствие. Дальнейшее признание наших государств обязательно будет. И вы знаете, что после Российской Федерации нашу независимость признали и другие страны, члены Организации Объединенных Наций. И этот список будет продолжен. Также нам поступила информация, что проходит учение НАТО на территории Грузии, что создает какие-то волнения определенные. Ну, эти учения и сотрудничество Грузии с военным блоком НАТО, это не новость, конечно, это происходит сразу же после прихода к власти Эдуарда Шеварднадзе. Эти отношения Грузии с этим военно-политическим блоком, они расширяются. Грузинская армия проходит тренинги, ее вооружают современными натовскими вооружениями. Она принимает участие в каких-то международных натовских операциях, мы знаем, и в Афганистане, и там в других странах. Но что делать, если соседняя страна после того, что с ней случилось, этих череда поражений, опять милитаризуется? Что вы имеете в виду? Поражения в войне должны привести руководство соседней страны к такому решению, что воевать больше не надо. Лучше дружить, налаживать отношения, чем воевать. А они вооружаются опять. А не являются ли они заложником обстоятельств того вектора, который выбран? Вы знаете, вмешательство в дела соседнего государства, Грузии, я бы не хотел вмешиваться. Это их дело, их выбор. Они избрали этих руководителей. Эти руководители смотрят на Запад, они все время хотят вступить в НАТО. И эти учения не могут нас не беспокоить. Понятно. На последних учениях они отрабатывали проворный дух, кажется, они его назвали как-то по-индейски. Они отрабатывали технологию вторжения в Южную Осетию, например. Но это абсурд. Мне просто искренне... знаете, я сочувствую грузинскому обществу, потому что их опять ведут к войне. Самое удручающее во всем этом то, что кавказцы, у которых так много схожих качеств, не могут никак между собой наладить хотя бы какой-то относительно терпимый
язык взаимоотношений. Вот могли бы вы рассказать о единстве, которое горцев объединяет, вне зависимости от их религиозных или территориальных расположений и сложных периодов истории? То есть какие общие качества характерные у нас есть? Ну, я начну с того, что вообще Кавказ – это единый организм. Да. Вот такой большой, единый организм живых людей, различные национальности, вероисповедания и так далее. Все народы Кавказа – это братские народы. Мы имеем отношения друг с другом, которые уходят в седую древность. Эти отношения, конечно, исторически, они были разными. Но никогда ни один народ не скажет, что мы не единая семья. Кавказ – это единая семья, и как и в каждой семье, значит, бывает так или иначе, всякое бывает в семьях, но, я повторю, это братские народы, все. И, конечно, эти отношения должны укрепляться. Вот мы сейчас вспомнили про конфедерацию. Она называлась так: Конфедерация горских народов Кавказа. Горских народов. Ну, во всем мире горцы – это особые люди. Суровые условия, они формируют менталитет. Это касается и Альп, и Пиреней, и Гималай. Там живут люди на очень высоких горах, и там экономика другая, там отношения другие. Понимаете, они формируются в горах. И поэтому мы еще имеем общую ментальность. Я не знаю, я был в любой точке Кавказа. Вот в любой. И везде я себя чувствую как дома. Потому что вот это окружение, эта ментальность, это гостеприимство кавказское. Я думаю, что отношения между всеми нашими кавказскими народами, они должны все теснее и теснее должны сближаться. Да. Независимо от вероисповедания. Абсолютно. Вот осетинский народ, часть из них исповедует ислам, часть православие. Да, и у нас нет дискомфорта внутри. И мы прекрасно знаем, что такое ислам, мы знаем, что такое христианство. Эти религии, они все проповедуют мир, они проповедуют любовь к людям и так далее. Это не мешает вообще общению, никак не мешает абсолютно. Очень много на бытовом уровне браков между народами Кавказа. Да? Я знаю, что в Осетии у нас есть невестки из Абхазии. У нас здесь в Абхазии есть то же самое обратное. У нас растут совместные дети. Это и ваше достояние, и наше достояние. И такое на Кавказе есть. Это очень хорошо. Какие вы могли бы посоветовать сделать первые шаги зрителям, которые помогут в будущем для сближения? То есть, например, образование, как вы говорили вначале, поможет ли это понять лучше себя и своего соседа, проанализировать собственные ошибки и его ошибки без агрессии? Вообще тоже это кавказская традиция, воспитание имеет очень важное значение. Воспитание в семье, воспитание среди своего рода или фамилии, в своем обществе более широком, там в ущелье где-то, да, потом уже во всей стране. Это имеет очень большое значение. Школа дает информацию о том или о физике, или там о других дисциплинах, да. А формируется личность, она дома, в семье. И, конечно, имеет огромное значение, как это формируется, каким образом, какие принципы, какие ценности вкладываются в молодых людей. Да? Да. Конечно, это имеет огромное значение. Но и действительно большое значение имеет, например, изучение истории соседних народов. Люди должны знать историю своих соседей. И они узнают, что во многих местах переплетаются вот эти исторические события, в которых их общие предки принимали участие.
Это очень, не зная соседа, очень трудно с ним разговаривать. Они научатся по-другому даже реагировать на какие-то исторические события, то есть более терпимо, если будут расширять свой кругозор. Естественно, и они ведь вот так и воспитывались, и до сих пор в семьях люди. И у нас было воспитание домашнее, и нам дома говорили, кто такие абхазы, например, да, кто такие наши соседи, наши братья. Они нас воспитывали в том духе как раз. И, конечно, сегодня это еще важнее становится, потому что в мире вот этого интернета, там вот этих сетей и так далее, да, вот туда попадает в этот круговорот, например, молодой человек, да, и он может пропасть. Ну да. Поэтому это, конечно, имеет огромное значение. Воспитание, образование. Образование не для диплома, а образование для того, чтобы эта информация ему помогала жить вот в нашем быстро меняющемся мире. Я благодарю вас. Может быть, вы перечислите какие-то основные принципы общности наших народов, такие священные правила горские, помимо этикета, то есть как Апсура Яхдау, Нохчала, Адыгахабза, Галга и многие другие. То есть вот эти нравственные законы, которые были заложены изначально в горцах. Ну, естественно, да, это вы правильно отметили. Это те вот скрепы, которые, значит, вот формируют, скажем так, и дипломатию, Да? международную. Это уже вот как бы между народами. Ведь общение, значит, вот людей разных национальностей, иметь какие-то отношения, это есть дипломатия. В народе, народная дипломатия. Всегда, когда, например, одна семья хотела попросить руки для своего молодого человека у другой семьи, то туда посылались кто? Переговорщики. Не просто так. Да, конечно, их готовили, им сообщали информацию какую-то про ту семью. Они туда посылали пока гонца, чтобы попросить, можно ли к вам прийти с такой-то темой. Получали, значит, добро. А на что это похоже? Это челночная дипломатия. А потом эта делегация туда направлялась с подарками, с какими-то дарами для вот той будущей потенциальной родственной уже фамилии. И они вели переговоры. Они добивались руки для своего члена своей общины. Это дипломатия. Тогда я желаю нам всем большой-большой дипломатии. Дай Бог, мир Кавказу. Спасибо вам большое, потому что я знаю, какой у вас был сжатый график, что вы нашли для нас время. Я еще раз в заключении хочу вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня сегодня. Мне было очень приятно здесь находиться. Я хочу воспользоваться еще раз этой возможностью для того, чтобы поздравить народ Апсны с праздником. Дай Бог мира, развития и процветания братскому абхазскому народу.